Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас не рыбалка, но то, что мы сегодня делаем, это напрямую связано с рыбалкой. Если правильнее сказать, даже с сохранением рыбы, пойманной рыбы. Как говорится, готовь телегу, готовь сани летом, а телегу зимой. Так и вот, у нас за окном пока еще зима, середина февраля, за бортом минус 6 градусов, но скоро, очень скоро будет весна, ну а потом будет лето. Снег растает, а как мы знаем, чтобы хорошо сохранить рыбу, нужен холод. Морозильная камера, да, это хорошо, но это немного не то. Замороженная рыба буквально через 2-3 недели начинает желтеть, горчить, и качество рыбы уже пропадает, если просто ее заморозить в пакетах. В холодильнике рыба, как мы знаем, тоже испортится. Самый лучший способ хранения соленой рыбы — это ледник. Кто этим занимается, это отлично уже понимает. Ледник в рассоле, в кровяном рассоле, как я вам уже показывал, есть ранее ролики. И рыба сохраняется просто изумительно. Месяц-полтора она просто доходит до своей кондиции. Мясо становится красным, ароматным. Рыба просто изумительная на вкус. Ну а потом можно уже и пакетики замораживать. Или еще лучше вакуумные пакеты и тоже в заморозку. Но после того, как она месяц-полтора пролежала именно в леднике, именно в кровяном рассоле. Так вот, сегодня мы как раз едем в мою родную деревню и будем запасаться, так сказать, холодом для жаркого лета. Надеюсь, оно будет. Вот, везем лед. Обычно я поздней весной уже, когда снег такой превращался, уже когда снег тает, потом замораживается, и он такой, как крупа, вот тяжелый, мокрый снег. Я его укладывал, он превращался в плотный, почти лед, но это не лед. И его хватало у меня где-то до конца августа, ну, в редких случаях до начала сентября, если лето прохладное, если меньше туда открывать, закрывать. Так вот, некоторые заливают льдом, делают монолитный лед. Сей год я тоже решил попробовать сделать ледяную заморозку. И вот там сзади у меня в прицепе сейчас едет лед. Кубиками напиленный лед. Тоже занимались на этой неделе. Напилили лед кубиками, загрузили в тележку. И сейчас мы едем в деревню. Будем раскапывать наш ледник. Кто не видел, еще обязательно покажу новым подписчикам, какой у меня ледник, как он сделан и как он вообще функционирует. Так что скоро увидимся в деревне возле ледника. Эта неделя у меня так и прошла в домашних хлопотах. Были планы на рыбалку, но привезли буксировщик. Ураган Сибирь брату собрали, обкатали. Потом отметили день рождения у тещи. Были еще кое-какие неотложные дела, которые надо было сделать. Ну и вот под конец недели решился заняться ледником, пока есть время. Потом уже, когда начнет рыба клевать, времени-то не будет. Так что все, друзья, встречаемся возле ледника. И там конкретно все расскажу и покажу. Поехали. Посмотрите на природу, нашу природу северную. Это вот между райцентром и моей деревней стоит вот такой лес. В основном это ельник, береза. Рай для рябчиков, как говорится. Крупной дичи здесь у меня мало, но бывает. Вот моя деревня, вот мой дом родной, который весь в сугробах, весь в снегу, все замело, под дверную ручку снег. Вот мой ледник, который тоже вровень с крышей замело снегом, и к которому мы сейчас будем пробивать дорогу. А вот мой лед. Вот мой лед, который мы привезли, и который сейчас отсюда надо перетаскать туда. Первым делом сейчас лопату в руки и делаем дорожку. Ну а потом
Будем перетаскивать. Посмотрим, как удобнее на корыте, в руках. Делаем дорогу. И вы увидите скоро мой ледник. Поехали! Так, срежем сначала дорогу здесь. Спасибо властям, хоть дорожки почистили в этом году, а то было не пройти, не проехать по этим улицам. Теперь в этом году уже раза 3, наверное, чистили. Даже вон почти до самого дома доехали. Так бы нам пришлось ого-го еще потрудиться. От самого асфальта пришлось бы все это перетаскивать. Если бы дорога не чищенная была, я бы, наверное, не стал сюда, конечно. Что-нибудь потом бы придумали. Так. До земли, конечно, чистить это не будем. Но основное убрать надо. Тропиночка готова к леднику. Пойдемте глянем, что там у нас находится, как это все у нас выглядит. Ледник для хранения рыбы. Так, откуда начнем? Давайте. Все еще. Опа. Таскать будем корыто. Так удобнее. Опа. Вот так вот. Еще, наверное, один небольшой пока. Для начала хватит. Пойдем глянем, что у нас там и как. Соседи, наверное, думают, корытами рыбу тащит. Как все здесь замело, как грустно и печально. Картина такая, не то что летом, не то что весной. Весной здесь красотень, а сейчас все в сугробах. Венчик. Так, друзья, вот это наш погреб. Делал еще его отец. Яма прогнила, рухнула 2 года назад.
Я сам ее поменял. Теперь она новенькая. Немного усовершенствовал. Если что будет видно, не знаю. О, червяк. Червяк. Так, ты иди гуляй, ты нам не нужен. Вот такая яма. Старый погреб был вот здесь вот. Небольшое отверстие квадратное было в углу. И тут вся яма была. Было очень неудобно. То есть ни ведра поставить, ни фляги, ни снег раскидывать. Я сделал немного по-другому. Когда менял полностью сруб, яму сделал посередине и подлиннее. Теперь очень удобно и снег закидывать, лед. И налево-право можно ведра, фляги ставить. Нормально, все очень удобно стало. Весной, перед тем как снег растаял, он стал шершавый. Мы с Ромкой закидали его сюда. Ну, не доверху, а он так где-то был, но чтобы ведра лезли здесь. Вон, налево, направо, тут вот ведра, фляги. Ничего, скоро уже. Еще немножко осталось. Так вот мы тут протоптали дорожку. Откопали мы наш ледник. Так, ну что, наверное, придется включать фонарик, чтобы лучше было видно. Так, ну что, поехали. Вот такой вот у нас ледничок. Тоже оденем. Так. Должно быть видно. Вот так вот. Так, вот такая у нас лесенка здесь. Спускаемся. Ну что, ледник получается мне высотой по плечи, чуть ниже. Метр где-то, наверное. Сейчас точнее. Вот крышка тут еще осталась. Как мы видим, грибок появился на фундаменте. Это очень печально. Здесь-то оно не съест, потому что здесь это шпалы пропитанные. А вот это, конечно, очень плохо. Надо было, конечно, это все убрать, но вот оно. Грибок. Это фигово, конечно, очень. Ну что теперь? Тут постоянная сырость. Ладно. Сгниет так новый. Вон, сколько у нас тут получается? 20, 40, 60, 80, метр 20 где-то, грубо говоря, высота у нас. Раз, два, три, 4, 5, метр 20 ширина. Ну, короче, кубик вот такой примерно. И тут, наверное, чуть больше длиной. Примерно метр 40, наверное. В идеале, конечно, можно было глубже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, метр 40, метр 50 где-то длиной. Метр 20 шириной и метр 20 глубиной. Я уже менял фундамент здесь. У отца было немного по-другому. У отца отверстие было здесь в углу. И яма была здесь так более глубокая. Но вот когда менял фундамент, получилось так, что... Ну что, в принципе, мне этого хватает. Если не будет хватать, я заглублюсь еще. Но это в следующий раз, когда уже второй раз фундамент менять будем. У отца хватило надолго. А это я менял уже 3 года назад фундамент. Или 4 уже, я не знаю. Так что, если что, мы будем менять. Ну вот, обычно я все закидывал здесь снегом. Здесь у меня была фляга, вторая. Все закидывал снегом в ведрах. Рыба у меня находилась. Теперь я хочу что сделать? Выложить все это льдом. Выложить льдом. И в морозы, если я буду здесь, попробовать залить, чтобы между льдами вода замерзла и получился как бы ледяной монолит везде. Где-то хотя бы до сюда сделать ледяной монолит. И потом по бокам немного выложить тоже ледяные вот эти кубики. И между ними буду стоять ведра с рыбой. Сохран изумительный.
Рыба просто вкуснейшая получается, которая засаливается в леднике. Так, ну чё? Чё. Вот так вот. Кубик за кубиком. Будем выкладывать. Будем выкладывать фундамент. Ледяной фундамент. Опа. Так вот. Потихонечку. Кубик за кубиком. Сделаем ледяной домик для рыбы. Так, немного не подошло. Это сюда. Вот это. Это сюда. Опа. Вот так вот нормально. Все. Сделаем следующий слой. И так вот сколько можно, выложим насколько хватит. Если будет маловато, привезем еще. Ну как-то вот так. Принцип, думаю, ясен. Это вот такой вот деревенский ледник, который сверху еще снежком мы засыпем, чтобы было красиво все. Засыпем опилочками. И до осени, до сентября у нас будет где хранить рыбу. Все, поехали за вторым рейсом. Последние 4 кубика. Куда-нибудь вот так. Здесь и росло. И попробуем туда с краю, наверное. Потому что в первую очередь начинает снег таять по краям. Вот так вот. Ого, нормально. Идеально.
потом уже получается по краям, когда тает, посередине остается такой островок снега. Посмотрим, как будет в этом году с ледяными кубиками. Так, куда тебя? Так, что-то ты как-то не так сел. Ладно, пойдешь так. Или что, или где? Ну-ка посмотрим второй. Так, корыто освобождаем. Ну-ка, посмотрим этот кубик. Ну пусть будет как-то вот так. Здесь, чтобы 20-литровые ведра влезли, я оставлю промежуток. А вот это все весной закидаю. Если будет время, я, конечно, ледяную крошку еще привезу. Может быть, водой залью. А если нет, то весной, когда уже будет таять снег, я вот до сюда все закидаю снегом. Это дело зернистым таким снегом. Надо бы, конечно, еще лед, хотя бы один рейс, но видно будет. И вот до сюда у меня будет ледничок. А тут у меня будут ведра с рыбой или еще с чем-нибудь. Все, на сегодня дело сделано. Оставляем яму открытой. Пусть это все хорошо промерзает. И поехали. Опа! Вот так вот. Дело сделали. Как говорится, дело сделал дело. Гуляй смело. Потрудились славно сегодня. Выходной день, воскресник. Завтра, скорее всего, сегодня соберусь, завтра, скорее всего, поеду, друзья, на рыбалочку. И встретимся уже на реке. А здесь, вот, во дворе этого замечательного дома, мы увидимся уже весной, когда вот растают вот эти сугробы, когда во дворе зазеленеет трава, когда здесь будет слышен детский смех, здесь будет опять жизнь. От начала лета и до конца дом будет жить так же, как жил и раньше. Это мой родительский дом, и пока я жив, дом и двор будет жить. Как-то вот так. Дело мы сделали. Осталось за малым дождаться весны, поймать, наловить рыбы, чтобы было что здесь хранить. До свидания, друзья. Встречаемся на реке.